В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о темах. Грузоподъемность ледовой переправы Хатас-Павловск увеличена вдвое. На месте работает пункт весового контроля. Пространство для самореализации. В Якутске открыли многофункциональный центр молодежи «Патриот». Нацпарк «Ленские столбы» укрепляет международное сотрудничество. Заповедник подписал сразу 2 соглашения с КНР. Управдор республики повысил грузоподъемность на автоземнике Хатас-Павловск через реку Лену. Теперь по переправе могут двигаться автомобили весом до 20 тонн. Напомню, ранее допустимая масса составляла всего лишь 10. Подрядным организациям поручено обеспечить надлежащее состояние автоземника и следить за безопасностью движения. На переправе будет работать весовой контроль с целью предотвращения проезда машин с превышением допустимой массы. Водители, в свою очередь, призывают соблюдать установленные ограничения для собственной безопасности и сохранности переправы. Более 3000 квадратных метров для полета фантазии и творческих начинаний. В Якутске торжественно распахнул свои двери многофункциональный центр «Патриот». На 2 этажах базируются молодежные общественные организации. Для этого был объявлен конкурс, победители которого и станут обладателями одного из пространств «Патриота». Помимо традиционных кабинетов, в центре разместился руледром, игровая комната для самых маленьких, собственная концертная площадка на 250 мест и тренажерный зал. Мы надеемся, что вот сюда может прийти любой, начиная со школьника, заканчивая там молодыми родителями. У нас есть комната матери и ребенка. На 1-м этаже у нас будет, например, кафешки, уже будут пространства, где можно посидеть с ноутбуком, поработать, да? И, соответственно, вот все это вкупе должно делать такое пространство, где молодые люди могут более-менее отдохнуть. Я как человек с 3 детьми, вот уверен, что молодые мамы это должны оценить. У нас есть тоже комната для детей, тоже оставить, там будут аниматоры. В Алекминске прошел большой праздник в честь Дня волонтеров. На мероприятие пригласили всех добровольцев города, чтобы поблагодарить их за вклад в общее дело, вне зависимости от возраста и статуса. Кстати, 2 клуба на этом мероприятии не только отдохнули, но и провели благотворительную ярмарку продажи прямо в фойе, собрав дополнительные средства. Более 200 человек собралось в зале Центра культуры «Гармония». Это люди, которые избрали для себя сложную и нужную миссию – волонтеры. В прошлом году мы проводили в виде форума, такой формат был, до районного масштаба, но нам не понравился, потому что там нужно было выбирать людей, то есть мы выбирали волонтеров. Вот. А я считаю, что нужно собирать всех волонтеров, и поэтому мы сегодня, да, это будет долгое мероприятие, но зато собрались все городские волонтеры, это более 200 человек, и когда мы планировали, мы думали, что это будет 50-60 человек, а в итоге получилось больше 200. Они один за другим поднимались на сцену, такие красивые и нарядные. Звучала музыка, и каждое новое имя сопровождали аплодисменты всех собравшихся. Ранее непривычное слово обрело новую окраску и стало обыденным в обиходе речи. Мы, в принципе-то, тимуровцами же были всегда. И у нас было развито тимуровское движение. Волонтерское движение пришло чуть попозже, следом. Но, то есть, суть-то это не меняет. Мы так и остались тимуровцами в сердце. До сих пор тимуровцы. Ну, конечно же, в связи с событиями последних 4 лет, наверное, да. В нашем обществе российском, именно вот в этот период, когда началось СВО, плечом к плечу все стали чувствовать необходимость поддержать наших защитников, поэтому это уже стало нормой современного человека, будь то молодежи, будь то пенсионеров. Все мы одно делаем дело в ТУ. Не имеет значения возраст и пол, социальный статус и место работы. Помочь бойцам может каждый. Вы когда-то думали, что будете волонтером? Никогда не думал. Но вот сейчас получилось так, что сын ушел на СО. И вот пришел, приходится помогать ему и другим ребятам тоже. А так даже никогда не думал. Вообще, как вы считаете, нужна эта помощь? Ну это да, особенно нужна сейчас. Волонтерство – это состояние души, это качественно новый уровень жизни. И если каждый внесет в общее дело частицу своего сердца и приложит руки, мир вокруг будет намного светлее и добрей.
Елена Фаст, Максим Копылов, Алеквинск. Национальный парк «Клинские столбы» укрепляет международное сотрудничество. В рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику директор парка Аркадий Семенов, входящий в состав делегации республики под руководством заместителя председателя правительства Ольги Балабкиной, подписал 2 соглашения о сотрудничестве с особо охраняемыми природными территориями КНР. Первое заключено с национальным природным заповедником озера Паянху. Эта территория известна как место зимовки стерхов или белых журавлей. Документ предполагает совместную работу по мониторингу, изучению и сохранению восточной популяции стерха. Сегодня национальный лесной парк Дзин-Дзин-Дзы посещает в год более 46 миллионов человек. Безусловно, у нас есть чему у них поучиться, но и у них, конечно, есть. Огромное количество туристов не остается просто так даром. Да, есть антропогенная нагрузка на территории. Сейчас коллеги уже сокращают, ограничивают количество туристов, как могут, да. И здесь, конечно, безусловно, тот опыт, который есть на территории наших УПТ в России, безусловно, им может быть помочь. Сегодня, 15 декабря, день реабилитации выдающегося якутского писателя и общественного деятеля Платона Алексеевича Аюнского. Это восстановление его доброго имени и исторической справедливости после сталинских репрессий, которое началось в 50-х годах прошлого века и привело к посмертному восстановлению его в правах члена Союза писателей СССР, учреждению музеев, премий, а также признанию его вклада в развитие государственности и культуры республики. Сегодня, 70 лет тому назад, было восстановлено светлое имя нашего гениального писателя, национального лидера, духовного лидера народа Саха Платона Алексеевича Аюнского. Это был всеобщим праздником народа. Народ Саха после репрессий, голода, войны снова воспрял духом. И я вот, листая недавно желтые страницы журнала «Хотугусулус», вижу очень много восторженных воспоминаний о Аюнском. В Центре детского технического творчества Мегино-Кангаласского района состоялся важный семинар для педагогов. Егор Егоров, педагог-новатор, представил свою программу «Инновационные методы в техническом творчестве. От идеи к реализации». На семинаре Егор Юрьевич рассказал о своем авторском онлайн-курсе «Мастерская педагога-инноватора», который размещен на платформе Степик. Этот курс помогает учителям шаг за шагом развивать свои проекты, правильно их оформлять и готовить к внедрению в учебный процесс, опираясь на успешный практический опыт. В Амге в память мастера народных художественных промыслов республики, талантливого модельера Евдокии Давыдовой прошел вечер воспоминаний. Евдокия Даниловна после окончания Намского педагогического училища открыла в центре Амги свое ателье, где принимала заказы и создавала неповторимые модели. С особым воодушевлением и удовольствием шила индивидуальные творческие заказы. Она занималась любимым делом, полностью посвятила себя в мир шитья и рукоделия. В этот день были выставлены самые яркие работы мастера. Это Сардана, образ житница по эскизу Августины Филипповой, Дед Мороз и, конечно, Снегурочка. На выставке также представлены работы ее родных и учениц. В данный момент я работаю в бренде одежды Сетис, в цехе, шьем одежду. Вспоминая Евдокию Даниловну, я очень благодарна тому, что я ходила к ней на уроки, на занятия, потому что изначальный вклад для меня очень важный. Знания она показала, да, научила. Сейчас я, пользуясь ее знаниями, дальше обучаю детей. В Усялданском районе сегодня впервые проводится молодежный форум. Мероприятие состоялось при поддержке Управления по социальной и молодежной политике при главе района. Основной целью форума стало создание положительной атмосферы и сплочение коллективов, укрепление дружеских связей. Кроме того, в квест-игре 11 команд сразились в 9 испытаниях, которые проверяли ребят на ловкость, быстроту принятия решения, логику и, конечно, умение работать в команде. В конце мероприятия участников наградили денежными сертификатами и памятными подарками. Ну а завершится форум в доме Лонхоз развлекательной программой.
В квест-игре примут участие, как я ранее говорила, 9 организаций. Соответственно, будет 9 площадок, где участники по регламенту за 5 минут должны справиться с заданными заданиями. У них у всех организаций разные задания. Дарованием Якутии «Зеленый свет» целевой фонд будущих поколений вручил гранты талантливым детям. Всего за 5 лет реализации программы при финансовой поддержке компании «Алроса» грант получили уже 134 юных жителей Якутии. На церемонии награждения побывал и наш корреспондент. Крепкое рукопожатие и счастливая улыбка. Чтобы оказаться на этой сцене, Давид Зорин прошел длинный путь. Разработка собственного экологического проекта, участие и победы в научных конференциях. А сегодня школьник из Сунтара получил признание сразу за все труды. Стал обладателем гранта целевого фонда будущих поколений. Для меня это является большой честью и мотивацией двигаться дальше. С самого детства мне было интересно узнать все. Я увлекался динозаврами, камнями, вообще всем. Так и все началось. Я занимаюсь изучением экологического состояния озера Тумускан и реализацией его очистки. Я многие годы жил у берега этого озера, наблюдал, как оно с каждым годом становится все хуже и хуже, грязнее и грязнее. И поэтому эта тема лично для меня очень важна. Вместе с Давидом гранты получили еще 17 одаренных детей из разных уголков республики. Причем таланты у всех разные. Кто-то танцует, кто-то покоряет спортивные вершины, кому-то интересна наука. Но все они яркие представители якутской молодежи. И чтобы помочь подросткам из подающих надежды вырасти в профессионалов своего дела, целевой фонд будущих поколений при поддержке «Алроса» учредил грантовый конкурс. И такая мера уже показала свою эффективность. Дело в том, что уже наши ребята-грантовики, недавние совсем грантовики, уже имеют ряд успехов. Так, Лев Павлов, уже известный спортсмен нашей республики, который выигрывает ряд всероссийских соревнований. Также я бы отметил Ивана Одинцова, который сегодня представляет уже Екатеринбургский театр оперы и балета. Мы благодарны компании «Алроса» за многолетнюю поддержку фонда и за то, что она показывает действительно хороший пример ряду компаний, которые также следуют этому. Деятельность целевого фонда будущих поколений только грантом не ограничивается. Проектов много. Это и лаборатория детства, и центр выявления и поддержки одаренных детей. Так, кирпичик за кирпичиком республика строит систему по развитию человеческого потенциала, чтобы в Якутии жили счастливые и успешные люди. Эржена Гармаева, Семен Семенов, Якутск. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей на сайте yak24.ru и в наших социальных сетях. До встречи!